Школу на коляске теперь не проблема. По крайней мере, для учеников начальной школы номер 23 Ухтинского поселка Ярига. Здесь создали безбарьерную среду для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И это не только пандус на входе в учреждение, внутри тоже многое изменилось. А все благодаря проекту «Народный бюджет». С ученицей, чья жизнь в этом году стала комфортнее, пообщалась Виктория Науменко. Третьеклассница Полина Попова почти отличница, активистка, поет в хоре, рисует, мечтает стать художницей. По словам учителей, подает большие надежды. Вот только чтобы реализовать все свои таланты и стремления, девочке нужно создать особые условия. В школе 23 Полина единственная маломобильная ученица. Но все же здесь постарались сделать так, чтобы она училась и пользовалась всеми удобствами наравне с другими ребятами. Я когда пришла директора, Полинка уже вперед меня поступила в первый класс, и мы поняли, что есть определенная проблема, и уже к концу осени нам удалось сделать пандус с помощью муниципалитета и управления образованием с их содействия. Затем мы понимали, что проблема не решена, мы обязаны предоставить ребенку и образовательные потребности, и не просто доступность физическую, но и образовательные потребности, чтобы она могла реализовать свои, и чтобы она социально адаптировалась как можно больше, и чтобы смогла пользоваться всеми ресурсами, которые обладает школа. Это и сенсорная комната, библиотека, столовая. Сейчас Полину в школе сопровождает мама. Иногда девочке нужна помощь при подъеме и спуске с лестницы. Но эти сложности в передвижении не сравнить с теми, что возникали у девочки в школе до ремонта. В буквальном смысле на каждом пороге. Неудобность была также там, что там не было сами пороги поставлены неудобно. То есть пороги были, и пороги поставлены не в нужных местах. Вот в чем было неудобство. Раньше я здесь все время находилась в школе, потому что необходимо было перемещать ребенка по школе, в столовую. Вот. А теперь, даже если опаздываю, я не переживаю. Ее друзья всегда помогут, отвезут и в библиотеку, и в столовую. Они стали больше включаться в жизнь Полины, сопровождать ее до столовой, сопровождать ее в актовые залы, на переменах куда-то могут выйти, к доске помочь, уже могут спокойно вывести куда-то. В общем, стала больше вовлеченность также и детей самих. Благодаря программе «Народный бюджет» в школе удалось провести ремонт, частично убрать пороги и установить специальные, удобные для проезда на коляске или откидные. Но самое главное – отремонтировать санузел по всем стандартам доступной среды. Нам очень помогли и общество инвалидов города Ухты. Они вместе с нами, вместе с родителями, вместе с управлением капитального строительства мы утверждали проект этого туалета. Неравнодушный человек у нас сделал предварительный проект, обсчитал примерную стоимость туалета, за что ему огромное спасибо. И мы начали, вот летом, когда закончился учебный год, мы начали его реализацию. Сейчас Полина с удовольствием смотрится в большое зеркало в туалетной комнате. Теперь ей это наконец доступно. До всех остальных зеркал в школе, сидя в коляске, девочка просто не дотягивалась. Впрочем, это касается не только зеркал. Первое, что необычно удобно, это все-таки правильно оборудованная высота санитарного оснащения, то есть это очень удобно. Огромный плюс – это зеркало, в котором наконец-то теперь ребенок может видеть себя, потому что по школе все они высоко подняты, в умывальниках обычно. Вот, то есть есть спокойный доступ к раковине, вот, то есть кнопка вызова помощи, что тоже немаловажно. Я очень благодарна школе за то, что она мне смогла сделать какие-то, внесла улучшения, чтобы и мне, и другим людям уже было как-то лучше в этой школе учиться и удобнее. В начальной школе Полина будет учиться еще 2 года, а в 5 класс ей предстоит пойти в другое учебное заведение – школу номер 15. И там таких условий для особенного ребенка, увы, пока нет. Родители очень надеются, что за 2 года это изменится. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.